Kerçekten hürmetli dostlar, devamı olacak ve bu multfilmnin yangi qismini biz mutlaka ko'rajakmiz. Shuningdek esa endi ta'rif etganimiz kabi studiyamizda musafir ve biz uni qarshilaymiz, tanishib olamiz. Evet sayılı dostlar, bizim studiyamızda student, lakin buna bakmadan o öz diplom işi olarak meraklı bir sanalaştırmanı hazırladı ve bu sanalaştırma hakkında şimdi laf yürüteceğiz. Studiyamızda Nilüfer İbrahimova, Kırım Medeniyet, Sanat ve Turizm Üniversiteti'nin studenti. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Sabah şerifiniz hayırlı olsun. Как настроение? Отличное. Как началось утро? Очень даже хорошо. К вам пришла и лучше стало настроение. Отлично. Вы студентка университета культуры, искусств и туризма, Крымского университета культуры, искусств и туризма, 4-й курс, да? Да, 4-й курс. И у вас дипломная работа, посвященная... Самому лучшему празднику в этой жизни, я так считаю, свадьбе. Называется крымско-татарская свадьба. Почему выбрали именно эту тему? Ну, начнем с того, что я считаю, что свадьба – это вообще самый лучший праздник, который может быть. Ведь это создание семьи. Еще вся моя жизнь, я считаю, построена на свадьбе. Я была на множестве их, я даже считаю. Я веду блокнот, дневник, в котором записываю все свадьбы, на которых я была, и все нюансы, которые мне там понравились. Были в качестве гостя? Да. Ну и проводила несколько раз. Правда, русские свадьбы, ну, неважно. Очень да, интересно. и такой был опыт. Также я танцую на свадьбах, вот. Крымско-татарская свадьба – это не просто так. Почему я это выбрала? Конечно, потому что, в первую очередь, я крымская татарка. Я хочу показать культуру, традиции свадебных обрядов нашего народа, не только нашим ребятам, да, но и другим национальностям, чтобы они поучились, возможно, чему-то у нас, что-то взяли для себя новое. Вот. То есть, да, все театрализация будет проходить на русском языке, да, ну, дабы было всем удобно. Вот. Театрализация уже пройдет завтра. Уже завтра, в 18:00 в ДКП, вот, уже начнется театрализация. Но за час до этого будет в холле ДКП проходить выставка крымско-татарских кукол, то есть они будут в нарядах наших. Также будет фотозона, мини-фуршет и роспись рук хной. Очень интересная программа, на самом деле. А как проходила подготовка? То есть, непосредственно для меня понятие дипломная работа, все-таки как у филолога, это связано просто, с писаниной. Да, просто текст. Здесь в чем суть дипломной работы? Как она происходит, как она начинается и вот доходит до вот этого этапа? Как она будет оцениваться? Я поняла ваш вопрос. Ну, начнем с того, что тему мы выбирали сами. Еще в начале года у каждого своя, какую вы хотели тему, какую хотели провести театрализацию. У кого-то это Масленица, Новый год. Тему выбрала, конечно же, сама. Меня поддержал мой куратор, моя кафедра, чему я была безмерно рада. Я очень хотела именно такую театрализацию провести. Конечно, начинается все со сбора информации. Интернет. Помогали, конечно же, и взрослые люди, которые больше знают, мудрее нас, лучше нас все это знают. К сожалению, в интернете очень много разной информации, и она абсолютно отличается от другой. Все это, конечно же, зависит от того, где жили люди, да, наши, ну, я имею в виду, какой кой, там, Ялыбой, Нугай, везде разные. Разная информация, сложно найти что-то общее на самом деле, но все же как-то я воедино это собрала. Мы пишем сценарий сами. То есть вместе с моей одногруппницей мы написали сценарий. Подбор актеров. Все актеры с нашего университета, это все студенты с 1 по 4 курс. Я попыталась собрать всех студентов крымских татар с нашего университета. Их очень мало, их всего 5-6 человек. Вот. Ну и, конечно же, помогают и русские ребята, и на татарском некоторые слова будут говорить. Да. Ну, им это нравится, и меня это очень сильно радует. Вот. Как будет оцениваться? Приемная комиссия, так сказать, жюри, они не будут присутствовать, ну, может быть, будут, но не все, поскольку очень много дипломных работ. Вот. У меня будет проходить съемка, и по съемке они смотрят мою дипломную работу. Уже по видеоотчету. И делают какие-то определенные выводы, и защита происходит дипломной работы. А все-таки съемка, это же не всегда точная передача эмоций. Ну, это другая картинка, это все по-другому. Понимаю, но будет все равно представитель с кафедры, который будет делать определенные выводы, и я думаю, что расскажет и поделится всем, как было на самом деле.
Ну, еще будут зрители, мне кажется, по реакции зрителей тоже можно будет Это да. судить. Наверняка. Много ли человек принимает участие непосредственно уже в постановке этих действий? Ну, именно главных актеров где-то около 10. Вот. Также будет дополнительный ансамбль «Янардах». Они занимаются ДКП, они с радостью помогли мне с инсценировками. Вот. Они также будут помогать, также будет живая музыка. Ну, не все действие, но будет. Тоже это студенты с моего университета, вот, и вокалистка с моего университета. Ну, будет очень интересно, я думаю, всем То есть вы понравится. покажете, как в старину проходили крымско-татарские Да. свадьбы. Из каких элементов будет состоять инсценировка? Это, наверное, в любом случае хна геджесы. Да, начинается все с Явыл Хавасы, танец, да. Представим, что мы на Байраме, может быть, это Наврез, Хадырлез, не имеет значения. Раньше знакомились где? Либо на свадьбах, либо на таких вот общих праздниках, да. Не то чтобы знакомились и решили пожениться, нет. Просто присматривались, так Тогда сказать. соцсетей не было. Да, да, все было намного, Интересно. да, так сказать. Вот. Потом проходит момент, когда наступает сватовство, тезки сын, да, приходят худалар, вот, и родители невесты, они обсуждают, вот, это будет все показываться, после чего будет показываться инсценировка Нишана, после будет траж, бритье, как сказать, мальчишник, хнагиджисы, девишник, нужно сказать, вот, и сама свадьба. Сама свадьба не будет показываться, то, как она проходила, не будет показываться никях, да, но приближенно то, как оно было, примерно будет, конечно же. Будут танцы и так далее. То есть это, в принципе, сам процесс от знакомства до свадьбы? Да, да. То есть именно крымско-татарская свадьба, это вот эта вся предыстория на самом деле? Да. Не сама Очень. свадьба, да, а предобряды все эти. Очень интересно. А музыканты, они тоже будут играть на старинных крымско-татарских инструментах? Ну, нет, к сожалению. Хотелось бы, конечно, все, чтобы было как Давул, можно зурна. более реалистично. Нет, к сожалению. Это студенты с моего университета, у них там даже таких инструментов нет, будем честны. Да. Что хотела сказать? Собственно, хотелось бы, чтобы все было более реалистично, но не буду лукавить, да, все будет не идеально, не так, как хотелось бы нам видеть, но более приближенно к тому, что как оно было в те времена. Завтра вход свободный. Конечно, да. Очень хорошо. я Фуршет думаю. бесплатный. Мне даже не сколько фуршет, вот интересно посмотреть на само действие. И я думаю, нашим телезрителям тоже будет интересно. Еще раз давайте напомним, где, во сколько. 23 апреля, то бишь завтра, в ДКП в 17:00 начинается как сказать, в общем, начинается выставка, фуршет, Бронирование фотозона. мест. Да, и это тоже. А в 18:00 сама театрализация. Она будет идти недолго, не больше часа. Я думаю, не скучно и не затянуто. Это ваша первая работа в качестве режиссера? Ну, на уровне университета нет. Выше, ну вот это уже дипломная работа, она более серьезная. В университете, конечно же, я была уже в качестве режиссера, возможно, не целого театрализованного представления, но каких-то этюдов, инсценировок. Вот. Планируете ли вы продолжить свою жизнь в этом направлении, то есть профессию, возможно, выбрать подобную? Моя профессия называется режиссер театрализованных представлений и праздников. В первую очередь я хочу связать свою жизнь, и уже пытаюсь это делать, с праздниками. Да, проведением их, организацией, координацией, всем, что связано с праздниками. Сейчас я уже параллельно работаю, вот, и это в этой сфере как раз, в праздничной, Очень да. хорошо. А непосредственно режиссерская деятельность, она уже отдельно идет, да? Нет, ну это, конечно, это одна из основ этого всего. Да, режиссер. Я хочу быть режиссером, буду им. Вот это мы и хотели услышать. Буду я им, да. Да, в театре или в кино? Ну, у нас не кинорежиссер, да, Ахмет Улса, возможно, и в театре. Как поведет судьба меня? Возможно, и на телевидении, где угодно. Да. Очень интересно, хорошо. Если что, будем ждать. Ждите. Да. А проводить такие театрализованные представления – это очень интересно, и на первый взгляд, кажется, это намного интереснее, намного проще, чем, вот, как ты выразился, писанина на филологических факультетах. Но все же
проводя организацию, организовывая это все, нужно ведь сначала тоже написать сценарий, расписать действия, раскадровку, может быть. Да, кажется, что все это, в принципе, так легко и просто, да, возможно. Но на самом деле это не так. Это бессонные ночи, это постоянные мысли об этом. Я думаю об этом 24 часа в сутки. Я написала сценарий, это было очень нелегко, потому что нужно подобрать красивые, правильные слова. Все реплики тоже сами прописывали? Да, конечно, все. Этому все. Идея была моя, то есть и там сюжет же определенный, то есть не просто обряд, да, то, как оно было. Начинается с того, что девушка увидела парня, он ей безумно понравился, ну просто он достал этот платочек, и она поняла, вот, это он. Да, вот. И она, а у нее завтра сватовство назначено, да, но, как известно, они не знали друг друга, вот. И невеста любым образом хочет сделать все, чтобы ему не понравиться. Да, она его даже не увидит, и он ее тоже. Но есть сестра, которая является посредником, так сказать. Она вносит хаве, вносит хурабье, все сладости, угощения. А все не такое, как хотелось бы. Она специально для жениха сделала перченый, соленый, твердый хурабье. Сделать все, чтобы он сам отказался. Да, но он оказался приличным парнем и всяческим образом пытается не показать своих эмоций, то, что ему это не нравится. Он не хочет подвести Худалар, не хочет подвести своих родителей, ведь они Надежда, его единственный сын у меня там, да. Вот. И она не добивается своего, приходится, конечно же, жертвовать собой, как она говорит, вот. И она соглашается. Она соглашается, все дальше обряды, она думает, что она будет несчастна, что она не хочет за него замуж, она его не любит, она не знает, кто он. И только на самой свадьбе они знакомятся, можно сказать, видят друг друга и понимают, что это да, это же он, это же она, да, это, возможно, более девчачий сценарий, но это же любовь. Вот, куда же без нее? То есть такая прекрасная история хэппи-энд, да? Конечно. На самом деле, вот заинтриговали. Мне теперь интересно вот эти все душевные переживания, которые были непосредственно вот от начала, от платочка и до свадьбы, вот посмотреть, что же там все-таки... Завтра у нас будет возможность это сделать. Да, хотелось бы приходите, увидеть очень буду лицо ждать. жениха, который ест перченое хурабье. Ну, они там, может быть, на самом деле не перченые, это по сюжету они перченые. Все равно интересно же посмотреть это. Ну да, на актерскую игру. Да, Это тоже. можно как-то попробовать пережить самому, но это уже другая история. Ну, посметался, возможно, все будет. Конечно. Именно так. Как часто вы посещаете театр? Очень часто посещаем театр. Крымско-татарский. Крымско-татарский редко, к сожалению, объясню почему. Мы посещаем чаще русский, музыкальный театр также, потому что наш университет часто предоставляет нам пригласительные, да, мы часто посещаем, это очень интересно. Вот. Крымско-татарский почему-то нам не предоставляют билеты, но я думаю, что возможно это тоже. Сейчас, в данный момент, очень сложно найти время для этого всего. Очень хотелось бы, но поскольку дипломная работа, госэкзамен, да, в течение протяжения 4 лет мы, конечно же, посещали, да. Насколько я знаю, ну, в принципе, у студентов вашего вуза времени свободного в принципе нет. То есть это даже несмотря там на 4-й курс дипломной работы, мне кажется, и в 1-м, 2-м, 3-м курсом тоже очень мало времени отводится, на, так сказать, на свободный. Да, это правда. Я вот сейчас 7 дней в неделю, то есть репетируем. И как бы 1-й, 2-й, 3-й курс, который у меня участвует, также мне помогают, поэтому у них тоже нет выходных. Ну что делать? Это жизнь. Мы сами выбрали нашу профессию. Я не жалею ни о чем абсолютно. Я очень довольна. Мне очень нравится эта профессия и это образование. То есть вы самостоятельно выбрали это направление? Да. Я творческая личность, так сказать, с детства. Танцы, песни, театральный кружок. Я сама выбрала это, и я нисколечко не жалею. Вот я тоже думал, что я творческая личность, до сих пор не могу понять, почему филология. Чохсаунс, что сегодня посетили нас, рассказали, и мы уже с нетерпением ждем завтрашнего представления. Желаем вам получить 5 по дипломной работе. Красный диплом и, конечно же, дальнейшего. То есть продолжать свою карьеру именно в этом направлении. А что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотела пожелать нашим телезрителям всего самого прекрасного, конечно же. Ну и то, чтобы пожелать, я хочу, чтобы наш народ
ценил и уважал наши традиции, наши обряды, ведь они просто самые лучшие, которые можно придумать. Ведь это наше прошлое, как говорится. Без прошлого нет будущего. Будущего, да. Çok Sağ sağ olun. olunuz, хорошие пожелания. Biz de qo'shilamыз bu tilaklarga, sayg'ili do'stlar, ve yarın akşam saat 18'de sizni de davet etemiz bu sanalashtirmani seyretmege. Eski vaqtlarda, eski zamanlarda Qrim tatar to'ylari nasıl kechganini tamam bu sanalashtirmada ko'racaksınız. Şimdi ise yayınımızı devam etemiz. Navbatda ana tili rubrikasi.